смотрите «Пусть говорят». Сегодня в преддверии Международного женского дня наша программа посвящена мужчинам-героям, которые не на словах, а на деле готовы отдать свою жизнь за матерей, подруг и просто незнакомых девушек. О подвиге 19-летнего Малика Ахмадова нам написали в редакцию. Летом 2010 года парень, не умея плавать, бросился в Каспийское море спасать совершенно незнакомую девушку. После этого Малик пробыл в коме 21 день и до сих пор находится на реабилитации в Московском центре преодоления. Мама героя Малика, Эрзия Исаковна, приехала к нам на программу. Здравствуйте. Спасибо вам за вашего сына. Как получилось, что он бросился в море спасать совершенно незнакомую девушку? Не знал даже плавать. Увидел, что девушка тонет. Сразу пошел. Спас. Не первый раз, уже третий раз. 9-й год тоже, когда ездили каникулы, он увидел такой... Помоги, вот кричит там. Он пошел, но удачно был. Этот раз водоворот попал сам. 10 минут, 7-10 минут в воде был. Не находил. Я потом, не знаю, сознание потерял. 17 лет был Малику. Давайте посмотрим на вашего сына на выпускном. Внимание. Какие твои любимые учителя в школе здесь? Ну, здесь все учителя хорошие. Ну, какой тебе больше предмет нравится? Все предметы хорошие, так. Алгебра, русский, физкультура. Ну, а какие впечатления вообще у тебя остаются после школы? Конечно, я не забуду вас и класс, Мальсеевну, нашу классную руководительницу. Ну, не знаю. Конечно, очень жаль будет оставаться. Скажите, а что с девушкой? Она как-то... Она уже замуж вышла, закончила школу. Ну, так званивает, мама все время спрашивает, ну... Но девушка поблагодарила все-таки... Ну да, спасибо, все время звонит, спрашивает тоже. Ну, такой семья. Дай Бог, чтобы счастье этой девочку. Я ничего не говорю. Это судьба, наверное, Малик. Мне очень тяжело, Андрей. Спасибо большое всем, очень. Я благодарна, все помогали, очень большие люди. К нам домой даже приходили. Просто сами, вот когда слышал интернет, без выхода положения у нас были, помогали. Лена вот с Питера приехала, вот помогли. Сейчас я познакомлю вас с Леной, которая написала к нам письмо в редакцию. Благодаря помощи Малик оказался в Московском центре преодоления. Давайте посмотрим, как он сейчас там. Молодец. Да, отлично. Вот так делаем. По-любому, но чтобы пальчики обязательно работали. Малик, скажи нам, моя любимая футбольная команда? ЦСКА. Елена Давыдова написала к нам письмо в редакцию. Лена, скажите, сейчас какие-то улучшения есть? Сложно сказать. Нужна очень-очень долгая реабилитация, которая займет не 1 год, не 5 лет, даже, может быть, 9 лет. Вот такие цифры называют врачи. И нам нужно сейчас очень много поддержки, потому что мы пытаемся сейчас отправить Малика за границу, потому что именно там сейчас есть возможность поставить его на ноги. А как вы узнали про его подвиг? Моя подруга Мадина, это его сестра. Она мне рассказала, и мы решили попробовать
написать фонды благотворительные. Один фонд благотворительный московский «Помогиребенку.ру», они нас взяли. И что самое главное, они собрали первоначальный сбор 320 тысяч рублей. И они не остановились, они до сих пор собирают деньги. На сегодняшний день собрано 705 тысяч, из них 280 заплатили Центру преодоления. И самое главное, что они не останавливаются. И сказали, что будут собирать пока что. Елена Михайловна, как вы, как врач, оцениваете состояние? На сегодня Малик приобрел некоторые навыки, которые мы добиваемся достаточно тяжелым трудом. Мы радуемся, потому что он освоил возможность взять чашку, возможность почистить зубы, возможность умыться. И немножечко улучшился двигательно. У него есть масса проблем, которые нужно продолжать решать. Это работа ежедневная, достаточно тяжелая, и мы радуемся его минимальным успехам, потому что он запоминает, чему его обучают, и он стал более охотно работать вместе с нами, и мы видим некоторые позитивные сдвиги. Малик сегодня приехал на эту программу. Давайте пригласим его в эту студию. Привет. Салам скажи, Малик, скажи. Редкий Андрей. Молодец, Малик, молодец. Мне сказали, что ты любишь футбол. Да. Твой тренер даже сегодня тоже приехал к нам на программу. Расскажите нам, какие успехи были, Андрей Андреевич, у Малика? Ну, я скажу, что Малик, во-первых, начал заниматься в 2004 году. В течение 3 лет освоился и уже фактически попадал в основной состав. Мальчик очень хороший, добрый, отзывчивый, скромный. Ну и после его героического поступка могу сказать, что он и мужественный. То есть, действительно, человек, который... Все ребята, которые с ним вот дружили, товарищи, постоянно его как бы и посещают, его навещают, беспокоятся и прочее. Не забывают Малика. Но ты сказал, что у тебя любимая команда ЦСКА. Да? И сейчас тебя ждет настоящий сюрприз. Внимание на экран. Малик, тебе большой привет от всех ребят. Ты настоящий мужчина, настоящий герой. Ты очень большой молодец. Побольше таких парней, которые рискуют своей жизнью, спасают других людей. И я надеюсь, что быстрее выздоровеешь. И надеюсь, что вернешься в нормальную жизнь и будешь болеть за нас. Бог, Он ему поможет, все воздаст ему за такой поступок. Главное, чтобы не терял сам веру. А такие поступки, конечно, просто слов нет. Игорь Акинфеев и команда ЦСКА передаем огромный привет. Желаем скорейшего выздоровления и будем верить, что у тебя будет все хорошо. Малик, мы с тобой. Посмотри, этот мяч команды ЦСКА с автографами передали тебе. Так что...
большое. Спасибо большое. У нас есть еще один сюрприз для Малика, потому что, когда все это случилось, Малик был в больнице города Каспийска. И сегодня из этой больницы приехала медсестра, которая ухаживала за Маликом, Шафига Касумовна Гусейнова. Встречаем ее. Шафига Касумовна, сколько вы не видели, простите, пожалуйста, Малик? Я, можно сказать, больше 1,5 лет. Есть какие-то изменения? Ну, вы знаете, это не то, что изменения сказать. Я видела его буквально с первых дней его трагедии, с первых. И то, что было, и то, что сейчас, я думаю, это чудо своего рода. Случилось то, что случилось с ним. Не умеючи плавать, он бросился, как говорится, спасать кого-то, утопающих, как говорится. И я о нем слышала до того трагедии, потому что мои сыновья были на море в тот день, и они как бы участвовали в спасении тоже в тот день. Там получилась такая ситуация, что один, он бросился спасать, и как бы вытащил девочку, бросился опять, не задумываясь о том, что не умеет плавать. Естественно, в этот момент утонул он. И его спас мальчик Ренат, которого был в тот день на море. И я только знаю, что это Ренат, он живет в Каспийске. Мои дети сказали мне. И он передал его буквально обессиленный, это Ренат тоже, передал его ребятам. Они буквально, мой сын транспортировал его в реанимацию к нам. И на следующий день я, заступив на дежурство, увидела его, естественно, еще в той ситуации, как на аппарате, искусственное дыхание и все это прочее. Но почему-то к этому мальчику было такое, я без слез не могла смотреть на него. То, что труд медиков, врачей, как говорится, одно, но большая благодарность, я считаю, что заслуживают матери, такие матери. Которые ежесекундно, вот, получив такую трагедию, ежесекундно, ежеминутно бывают со своими детьми и, как говорится, не падают духом и всегда стараются надеяться на лучшее, конечно, как Малика мама, как другие мамы надеются на то, что их сыновья, как говорится, выздоровеют. Да воздастся им, конечно, все это, их труды, как говорится. Лариса Петровна, это слова, я думаю, и для вас тоже. Естественно. От человека, который много работает. На нашей программе заместитель постоянного представителя Республики Дагестан при президенте Российской Федерации Изумруд Мужаидовна Мукуддинова. Здравствуйте. Ну, сказали, что уже весь Дагестан знает про подвиг Малика. Знаете, Малик – это наш герой. И, конечно, как только узнали об этой ситуации, действительно, как-то многие стали помогать, многие отзывались. Президент взял на контроль этот вопрос, оплачивали лечение в Институте мозга в 2010 году, в 2011 году. И в дальнейшем тоже будет жестко держать на контроле все восстановительное реабилитационное лечение. И еще я хотела бы сообщить такую новость. Президент инициировал вопрос о представлении Малика за его поступок государственной награде за спасение погибавших. Это не просто третий раз Малик бросился спасать людей, попавших в беду. Ведь в последний раз он еще и бросился спасать с поломанной рукой. Насколько мне известно, рука у него была даже в гипсе. Поэтому это наш герой. Я знаю, что на выпускном балу ты пел песню «Ветер перемен».
Давай посмотрим сейчас это видео. Я думаю, что сегодняшняя программа станет еще одним ветром перемен в твоей жизни. И я думаю, что так же, как и Данилу, если есть желающие тебе помочь, то они, конечно, могут позвонить нам в редакцию 617-76-28. Давайте посмотрим это видео. Ирина Петровна. Знаете, я вот что думаю. Конечно, мы росли на геройстве наших отцов Великой Отечественной, да? Мы воспитывались на фильмах, где были герои, которые отдавали свою жизнь ради победы, ради того, чтобы спасти друга. Ну, вспомните, я не знаю, «Летят журавли», герой Баталова, который выносил из поля боя своего товарища, жертвуя собой. Герой, я смотрю, Леша Панин, замечательный фильм «Звезда», который точно так же выносил на своих плечах, спасая как герой своего товарища. Прежде всего, хотела бы сказать вам огромное спасибо, дорогие мамы, что вы воспитали таких парней, что вы все-таки, что в нашей жизни, порой циничной, грубой, все-таки есть истинные герои, которые поступают благородно, которые, скажем, за жизнь девушки могут отдать свою. И таких людей не так много. Мы их должны ценить. И сегодняшняя программа, я думаю, будет вот именно уроком для всех. Сейчас мы прервемся.